Так. Ну что тут? Что тут случилось, да? Что тут случилось? Что случилось? Что случилось? Найда. Может быть хуже? Что может быть хуже, когда техника ломается? Самое противное это так. Это когда что-то ломается. Ломается. Надо ремонтировать. Ремонтировать тоже толком не умеем. Где-то отверстие. О. Все. Ой, там левая резьба тут оказалась. Я наоборот все делаю. Здесь оказалась левая резьба. Ага. Вот. Так, надо жестко закрутить, чтобы не открутилось. Была бы контрагайка еще дополнительно. Но если шплинта не было, все, потеряли бы мы некоторые запчасти. Скажем, гайку потеряешь, и уже работа становится. Сейчас немножко передохнет триммер и дальше косить будем. А? Ну и чего? А? Ну чего тебе? Чего? Где это? Это все. Вон. Так. Вроде все. Шплинт вроде как. Шплинт еще нормальный. Все, больше. Дальше будем косить. Поймали местного жителя, вон какой красавчик. Я лично боюсь таких ужастиков. Он как дышит внутри. Ноздря такая. Пусть чай. Ага. Чай закипел, ну да. Вот смотрите. Я в руки ни за что его не возьму. Никогда. Фу. Гадина такая, блин. Как ты в руках держишь, блин, а? Уф, 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 уф. Ты смотри. Вот это да. Пока варить ничего не будем. На скорую руку мы на сковороде пожарим, согреем, нагреем. Голубки, айда уйди. Так. Вот такое блюдо нехитрое. Иногда выручает, когда лень что-то варить. Вот так, такая порция. Сейчас на костре. На костре подержим и будем. Так, чай тоже там кипит. Пока чай заварилась, там у нас заварка
Мы косили еще, у меня там триммер стоит, там пол заправки еще тут покосил. И сейчас перед тем, как дальше работать, мы немножко позавтракаем. Сейчас 9 часов утра. Выехали где-то после 6, наверное. Хорошо. Так, чуть-чуть еще добавлю, наверное, растительного масла. Не помешает. Вот так. И вот такой завтрак будет. Быстрый завтрак. Ленивые голубцы, это называется. Раньше любили тоже дома готовить. Первый раз, когда жена приготовила такие голубцы ленивые, мне очень понравилось вообще. Вот так. Такое блюдо. Короче, когда готовишь на костре любое блюдо, всегда блюдо будет пахнуть запахом костра, и вон еще вдобавок еще от костра летят, я не знаю, как выстрелит, вот дровишки там стреляют, и щепки, зола летит именно в блюдо, которое готовишь, и дополнительно такой аромат получается, запах природы. Но это, наверное, не надо говорить, это все знают уже. Очень вкусно получается. Вот так. Ну, еще практически все готово за буквально, буквально там 3 минуты, 5 минут. Все, больше держать уже на костре не буду. Будет пережар такой. Очень горячий уже. Все нагрелось. И чай там еще будет, блин. Сейчас будем завтракать и пить чай. И пить чай. Наберемся силы. Косим траву. И думаю, за целый день трава не высохнет. Трава плотная, много травы. Придется на завтра, может, оставить. Не знаю. Посмотрим. Пьем. И на глаза попался вот такой паук. Тоже он поймал. Как же это? Трубка-то. Ну, меньше овода. И он режет. Зарезал, короче. И, наверное, пьет там сок, кровь, что там у него есть. Я думал, там не живой он. Паука нет. Живой. Еще как живой. Короче, одним кровососом меньше. Паук помогает нам. Один пассажир уже ждет, ему надоело. Время 10 часов 51 минута. Айда уже сидит в машине. Айда. Все, она готова уже. Надоело? О, блин, что там? Шенгаккая мама была. Айда. А? Айда. Айда. Пиланон. Искупалась, села в кабину и ждет, когда поедем.
А ехать-то рано еще пока. Конваришись. Смотрите, какое количество луга мы скосили возле избушки. И отсюда я начала, где-то заправку я еще скосил. Вот такая. Думаю, пока хватит. Бортовой кузов, один кузов наберется. Эту траву мы высушим здесь. Как все высохнет, мы загрузим и отвезу я домой. И этой травой будет, ну, это для собак. Это для собак. И на этой траве будут они зимой спать, отдыхать, лежать. Не знаю, насколько быстро это высохнет все. Если созрела уже трава, быстро высыхает. Если трава молодая, придется сутки ждать. Мы сегодня приехали на один день и думаю, если не высохнет, оставим на завтра или послезавтра приедем. Но надеюсь, дождя не будет. А как приедем, сразу уже будем убирать. Вот так. Чем дальше я косил, там трава все плотнее, гуще. Здесь вообще густая трава, вон, выше собаки там. И здесь тоже по пояс даже. Жалко оставлять. Такая трава хорошая. Если скотину держишь, там, блин, этой травой можно запас сделать там на целый год. Хватало эти луга. Вот. Сколько? Раз, два, три, четыре. Вот четвертый стог. Так, 4. И там еще в лесу 5-й стог. 5 стогов у нас было. 5 стогов. 160 примерно, 160 копан мы вот заготавливали. Чтобы держать скотину. У меня в хозяйстве была корова и два теленка годовал и еще вот, скажем, молодой теленок. Поросенка я держал, наверное, пару лет. Все, мне как-то не понравилось поросят держать. Кур одно время я тоже держал. И кролика вообще ни разу в хозяйстве у меня не было. А сейчас у меня хозяйство 2 собаки. Вот такие дела. Как-нибудь еще приеду и здесь я все это, наверное, топором порублю, все эти подсады. Если не срубить, здесь стена леса будет. Густой лес, вон как там. Там сколько уже заросло все. И через пару лет уже здесь ничего не останется. И здесь, наверное, эти сосны тоже срубить надо. Чтобы луг еще как-то, ну, не заросло лесом. А то будет вокруг избушки стена леса. Ничего не видно. Ай, Тулан, говорю, айда. Кого-то что-то услышала, кого-то услышала и побежал. Бурундуки, наверное, там бегают. Ну, обычно бурундуки там. Белки редко, но бурундуки частенько. Пусть резвится, гуляет. Там на речке верхоплавки плавают. Сейчас хлеб я туда им закину. Смотрим. Вон сколько их, иди, да. Блин, ослепляет, ничего не вижу. Так. Вы видели, сколько их там тоже под елкой. Сейчас туда закинуть.
Недолет. Блин. Недолет. Айда! Вот, блин. Айда! На колок сытыш. О, самое то. Посмотрим, кто-то подойдет. Лок? Лок сытыш. Слушается. Возьматысти. И подошли. Обычно так закинешь и набирается там десятки штук их. Мелочи. Сейчас подождем. Подошли. Под хлебом плавают там. Мимо хлеба. Но не хотят. Но вот как начнет там крошки отходить от куска там хлеба, от этого, и они начинают активно кормиться этим. Ну, сейчас за куст уже уплывет. Не дождались. В принципе, тут водоворот там с того места сюда, ближе к берегу. На. Подходит. Ну все, уплыл хлеб. Там вот под елкой, там уже тоже много их. Ну, вот туда закинешь, и все равно они что-то чем-то другим кормятся. Если с поплавком там удочкой посидеть, ты кормку повесить на елку и рыбачить можно. Еще закину. О, блин, недолет. Ну, блин. Сбил самый прицел. Вот, короче, мелочь играется. Айда. Айда. Слышит, чувствует, видит. Почему? Мон ветли. Вот нашла препятствие. Кустик там. Передумала. Юбки на воду. Берег крутой, но спускать туда поднимать. Такой крутой берег.
такие рыбачки. Вообще мелочь играет. Крупной нету, но мелочь-то можно половить. Все. Теперь до осени я лодку не подниму. Буду ходить туда-сюда, рыбачить на самоловы, на донки, на спиннинг. Выше по течению, ниже по течению. А осенью уже туда, перед тем как лед станет, уже после охоты я подниму и до следующего года также. Маленькая лодка, 3,5, наверное, длина. Самое то. Ничего, ты подъема того. Ничего, вот так и подъема. О, и достал. Este Iona podjema. Держи. Тоже. О, тут яма вообще. Смотри, не достает весло. Вот достало. Вот до сюда весло и еще сантиметров 30. Глубина, тут яма. И там в середине тоже яма получилась. Там вот весло где-то 2,20. 2,20. И еще вот где-то вот та глубина. Вот в этом месте яма. А в середине вообще глубина где-то 3 метра, наверное, не меньше. В середине. Так что языки тут водятся, наверное. Только надо уметь ловить. Испытание прошло успешно. По-новому затапливаю костер. Вон, смотрите, какой шмель, шершень такой, блин. О, вот, если он укусит, все, хана. Не могу поймать. Но это страшные, как сказать, блин. Ну, не шмель, а фиг знает. Но он, если укусит, это даже смертельно. Вылзы мы называем. Вылзы. Как по-русски перевести тоже не могу. Но обычно они к осени, их очень много. Они активные тогда. Активные и опасаемся даже в лесу, где вот осиновые деревья. Их очень много. Очень много они делают такие даже гнезда для себя. Ну, их, как же их-то называть-то? Ну, вообще, надо стороной обходить таких насекомых. Я не знаю, как. Такие насекомые очень опасные вообще. Фу. Сейчас уже время обед. Сейчас буду суп варить. Будем обедать. Трава сушится. Я ходил на лодке сейчас. Закинул пару донок. И какие донки я показывать не буду. Это пусть будет секретом. Хочу показать очередной паук. Смотрите, какой огромный. Это зверюга. Больше айды даже. О, айда, не подходи. Если схватит, все. Да, сколько же тварей всяких разных на земле.
Какая паутина. Вон сколько комаров. Светло очень, не знаю, видно, нет. Вон, смотрите, сколько комаров уже он съел там и, наверное, еще держит одного. Так, потерял, вон он. Пешняк у него там. Что-то есть вон. Видно, что что-то вяжет паутину. Фу. Коли рваться кот на шубитне, надо что-то поймать и дать ему. Греет свою задницу, блин, на солнце. Фу. Ох, зверюга. Сидит. А, вон я поймал. Как же закинуть-то ему? Нет, промазал. Хватит спать. Кончай ночевать, вставай, пришел. Эй. Ну и рожа у него, блин. Че у него тут в мешке, интересно? А? Смотри. Не боится. Он что-то вон сразу паутина. Где-то кущик где-то сразу. Писали семейка муна. Но прикрепил там одну паутину и сразу идет. Вяжет он. Куда идет, там остается паутина. Пошли. Пойти надо. Не говори. Айда отдыхает.